Автор данной статьи, данного доклада, по причине некоторых жизненных обстоятельств оказался в селе Ростовка в качестве учителя. Село расположено на берегу Волги, его можно справедливо назвать селом дружбы трех народов: русских, казахов, нагайцев, сисклы и других. Относительно последних хотелось бы остановиться особо. Часто приходится слышать в шутливой форме такое словосочетание: коренной ростоволец, приезжий ростоволец. Вот это заставляет задуматься, как вообще данная территория связана с историей нагайского орошения. Нужно начать с того, что левобережье реки Волги, на реке Урал, это историческая территория бывшей Нагайской Орды. Тем более по свидетельству многих архивных документов и по полевым материалам, например, в отношении юридических нагайцев, Амир Давидович Кусай рассказывает в «Живой свинье» о том, что земли между селом Ростовка, Старой Булганской и Плой-Кукузан, они называются Квазайжильная рая. Почему так? Дело в том, что мы ждем выхода замечательной статьи о плане Тинбаева, о княжеской семье Нагайской Тинбаева, которым эти земли принадлежали до 1918 года. Но при чем же тогда здесь нагайцы Каргаши? Вообще в современном мире достаточно особняком стоит вопрос о происхождении разных этнотерриториальных групп нагайцев. И нужно сказать, что представители научных кругов Казани, как уже было сказано, уже долгий период оспаривают нагайское происхождение юридических торгашей с целью причисления к татарам. Недавнее решение Института языкознания Российской академии наук о причислении к нагайскому языку диалектов астраханских турок, всех практически, вызвало в определенных кругов в Казани гневную реакцию. Между тем, еще в 20-е годы 20 века в журнале «Советская этнография» язык так называемых астраханских татар, в кавычках, и карагашей, и ютовцев, и коновцев, и утар определялся именно как нагайский. И, собственно, сами себя определяли по самоназванию как Рувайва. Автор данной работы, будучи увлечен историей своего народа, поставил себе вопрос: какую связь имеют между собой Кубань и Астрахань? Нагая и Ренессанс, и Нагайцы касается. Данный доклад он ставит целью как раз ответить на данный вопрос, предварительный вывод. Представители исторической науки в течение долгого времени высказывали разные мнения относительно происхождения Каргашей. Павел Иванович Непосил в своей замечательной книге «Очерк о Князеве» уверенно связал Каргашей с потомками Малого Нугая, Казеева Орды. Причем за ним последовали многие, в том числе составители фундаментального энциклопедического словаря Брагауза и Ефрема. Татарстанские исследователи Дамир Мавлеевич Исаков и Сулейман Кудав-Шарафимов отказывают Каргашей в повстании нагайцев и причислять татар. Первый видел в Каргашах потомок алтайских турок карагасов, но затем все-таки признал их нагаями якобы тяготейшими татарами. Второй, признавая кубанское нагайское происхождение, привязывает Каргашей к татарам через восприятие татарской культуры и языка. С этим трудно согласиться, мы все восприняли русский язык и культуру, которая для нас, для всех она родная, но совершенно очевидно, что русскими от этого не стали. Надо сказать, что современные нагайские исследователи, Рамазан Кусинский Рейтов, Аллахмар Ахмедович Босаном, иными живущими авторитарными Шерлоков, они увязывают нагайцев Каргашей происхождением именно с Малым Нугаем из Кубанской Орды. Со стороны представителей братского Казахстана вообще навязчиво, но безосновательно постулируется тезис о том, что якобы нагаи и казахи — это единосущный народ и особая близость астраханских нагайцев, казахов, это определенные вроде BBC, научный мир, тем не менее. Такие, например, как Жесалпоров Сабит, не буду углубляться. Совершенно экзотическая версия составителей электронного словаря «Союз ГКЗ». Они называют Каргашей небольшим родом в составе казахского народа на территории Астраханской области. Очевидный ляпсус такой связан с тем, что спутали букейский Каргаш, действительно, как род Каргаш, учитывающийся, с нагайцами, Каргашами, Астраханами. Это все-таки вещи разные, писали уже ранее. В нашем случае нужно уточнить, какое же происхождение. Автор данной статьи опирается на труды своих предшественников Павла Ивановича Непосина, Владимира Дмитриевича Пятницкого, Виктора Михайловича Викторина. В качестве рабочей версии избрал происхождение Каргашей от Малого Нугая и Кубанской Орды. Версия удостоверяется архивными данными как раз Ильи Васильевича Тарапинцина о том, что были взяты в плен из Кубанши Тарара, а вернее Бабатюрский Тарараш,
Группа султановских мулаев, переведенная в Астрахань, была связана с русско-турецким войнами в 1740-е годы, примерно, ближе к середине 20 века. Указанные данные подкрепляются сведениями из письма Туркмена российскому правительству, в котором сведения о пленении каракаш-нагайцев, так допленении Кабарди во время похода калмыцкого хана на Конго и в переводе их в окрестности Астрахани, где они до ныне не живут. То есть туркмены своих соседей четко определяли это как каракаш-нагайцев, взятых в Кабарди. Этнографические данные свидетельствуют в пользу того, что нагайцы и каракаши имеют нагайское происхождение, а родоплеменной состав соответствует общенагайскому, на это указывал Рамазан Кусинский рейд. Так, каракаш-нагайскому роду Шотык соответствует роду Шотык, Шутуку у кубанских нагайцев. Каракашскому роду Кирей-Талдаяк соответствует роду Кирей-Талдаяк у кубанских нагайцев. Роду Сии, которому относится ваш покорный слуга, имеет, да, соответствует именный кубанский род Сиит, Сииту, знаменитый певец Расул Сиит. Роду Джарабайла Наймана, род Найманова, такой же Тамбуй. Роду Карас, кубанский род Карасовый. Нельзя не вспомнить, да, давно был Карасовый, доктор искусствоведа. Там, где родов в большинстве случаев полностью совпадает также и лексика, да, то есть терминация во многих совпадает. Традиционный комплекс одежды нагайцев каракашей, который изучал как раз Фатима Юрьевна Панову Карасову, несет общие нагайские черты. Ритальный кафтан с попахом мужчин, массивный бобровая шапка у женщин, на полной поясе мужчин, как всегда в разных поясах у женщин, металлические набутные застежки, пристегнутые, общие нагайские черты, свойственны, кстати, и юртовцам нагайцам. Современные генетические исследования также подтвердили близость нагайцев юртовцев минус собой и ко всем остальным нагайским группам. Это исследование, да, немножко информации Юсупова, нашего коллеги. Вот установлено нами, что каракашская топонимика воспроизводит кубанскую. Например, Брод-Кавкищу на Кубани, такой же Брод-Кавкищу здесь у нас, в Астрахани. Белая мечеть, как мечеть, про которую Павел Иванович Небольсин писал. Такая же станица Беломечетская, Белая мечеть на Кубани. Место Пермичик, лес Карагаш и Карагаш рядом с селением Ростокова. Точно такой же топоним. Материал аромаклассичных метрических книг фиксирует саму презентацию именно как Карагаш-Новая или Карагаш на тюркской графике, арабской. Проводивший исследования 70-х год 20 века Леонид Султан Шарсланов, доктор филологических наук, наш старший коллега, наш замечательный учитель, да, сделал однозначный вывод о нагайской основе лексики, грамматики каракашей и юртовства с большим юртовством или меньшим каракашей татарском влиянии. Следует подробно остановиться на проблеме употребления термина «татар» в отношении ногаев в связи с постоянным попытками казанских ученых вписать нагаев в число так называемых средневековых татар, а также использовать современных астраханских ногаев как материал для этнополитического конструирования будовной татарской нации в кавычках. Термин Искандер Леонович Измайлов. Во-первых, невозможно отрицать, что ногаев в русских, европейских и даже турецких случаях, в большинстве случаев, в силу арабо-мусульманской традиции именуют татарами. Однако истинное самоназвание народа отличалось. И эндритоним, и экзоним, они не всегда совпадают. Ну, можно привести пример: немец и дойч, казах, чеченец, молчик и так далее. Для русской администрации не только нагайцы, но и туркмены, и казахские калмыцкие трансфер тагнуты, и буряты были татарами. То есть туркменские татары, тагнутские татары, братские татары и буряты. Уставив один из лучших знатоков орфографичных материалов, автор монографии об астраханцах Илья Владимир Зайцев утверждает, что слово «татарин» стало нести этническое значение, то есть привязку к конкретному народу, только лишь с 17 века. В-третьих, даже в крымских источниках, где впервые полноценно употребляется термин «татар», он не несет прямой этнической привязки. Например, в произведении Абдул-Гафара Клейми «Рамдуд-Рахбар» слово «татар» означает не только население Крымского ханства и Нагаев, но и калмыков, булгар, узбеков и даже народ Яджуч-Маджуч, который упоминается в Коране. Таким образом, ни о каких средневековых татарах, как о едином народе, говорить не приходится. Речь идет только о стандартной арабо-мусульманской традиции именовать всех татарами, а всех европейцев франками. И случайно, например, наших турецких единых соплеменников в Турции тоже, Нагаев, очень часто именовали и именуют татарами. Татару фамилия Нагайская очень распространена в Турции. Иную картину мы видим в отношении Нагаев и нагайской идентичности.
И Астраханской финансовой казырной юрте Малого предшествовала большая когда-то обстреление. В русских документах 1524 года река Терек, южная граница Астраханского ханства, названа старым ногайским кочевищем, о чем упоминал Ванюрий Священников. При описании в книге большому чертежу обозначены границы Малого от Астрахани до Азова. Фактически это соответствует прежней границе Большой Орды. Население Большой Орды после ее разгрома переходит в Ногайскую Орду, другая часть Крымской юрты. Об этом писал Адыгин Священников. Также упоминавшийся Дамир Бумраевич сообщает в своей недавней статье, что в Ногайскую Орду перешла часть населения Астраханского ханства после присоединения. Как заключил Владимир Священников, под Иркунью Муры объединялись сильные турки не только Ногайской Орды, но и Большой Орды и Крымскую юрту. Очевидно, особое положение монгольских, как правящего рода в Ногайской Орде, так и первого после ханов рода в Большой Орде, в Астрахани и Крыме, статус Бекфилберга, то есть аналог премьер-министра, способствовал окончательному закреплению этнонима Ногая у подвластного населения. И не является секретом, что население Ногайской Орды, Большой Орды и Астраханского ханства и Крымской юрты представляло как бы сообщающиеся сосуды с разными политическими проектами, но фактически близким и единосущным населением. В отношении потомков населения всех этих этнополитических образований будем говорить об этническом единстве, это вот наш концепт. Положение, в принципе, разделяется разными исследователями, Владимир Священников и Владимир Зайцев, Дамир Бумраевич. Этот факт получил выражение в принятии общего самоназвания Ногай. Не случайно Дамир Бумраевич сам в отношении правящих слоев использовал ранний термин в своих ранних работах «Кыпчака ногайских группы», подчеркивая их иное эмпирическое происхождение и сословный статус в отношении податного населения. Ногайский писатель Исаак связывает происхождение главного Ногая с завоеванием Астраханского юрты, подчеркивая население на Кубани. Еще немножко, пожалуйста. Один из первых исследователей Кавказа, Семен Михайлович Боровецкий, а также один из первых русских активистов, Иван Федорович Боровец, связывали предков ногайцев Каргашей и кубанских ногайцев с Астраханским ханством. Крымские ханы не имели никакой власти на Кубани. Ханы и цари Астраханские присвоили себе право повелевать черкесами, основываясь на том предлоге, что между ними находится ногайское племя. Магомед Кирей был первым крымским ханом, расселял астраханских ногайцев. Вообще я здесь хочу подчеркнуть, что на самом деле Кубань и Крым упоминается в Ногайской чечере, как место, откуда происходили ногайцы, очень известно. Откуда расселились как раз в города еще ранее, или еще близкий. Ранее Золотоордынский, даже Половинский период. Мы обратились к исследованию Степана Замбритнева, Юрия Евстигнеева, и обратили внимание, что половцы они отличевывали из южно-русских степей как раз на Яре обратно. Также Ибн Батута сообщал, что летний став ханов Века находился в Пятигорье, то есть зимний, соответственно, в городе Саране, а Нижнем Волге. Но, думается, все-таки самый важный период это 17 век. В составе Карараш-Ногая фиксируется рода Сажмут, Эргеникле, Сельфиля, Батконду, Утас, которые встречаются в Ногаев и Десанцев. Тангай Эргеник загород имеет второе наименование Кундрау, что коррелирует с названием Мурские Ногаи. Карараш-Ногайский род Кугус, Танбай-Ай, имеет свойство с родом Байтамала, в Ногаев Ставрополе. К этому племени принадлежал Испран Рыков, реальная личность, ставшая прототипом Ногайской Сушарова. Род Тангар-Тувала, рода Сиф-Талтая, соответствует роду Тувалу, у Иесанцев. Род Сажмут фиксировался и в Астраханском ханстве, и в Крыму. Одним из ключевых сюжетов является великочетная на Кубани вместе с Туваном Узоем, который легко идентифицируется как Астуван Сунишула из рода Кенбайлов. Есть архивные документы, которые так его называют. В преданиях народ Мурса Тувана, как раз его вся обоснование сильфа, которое было мне любезно предоставлено Виктором Михайловичем Викториным на Тюрке. Астуван Сунишула со своим народом прячется в лесу Карараш и якобы без Кубани, откуда и название перешло на народ. Таким образом, мы можем заключить, что ногайцы Карараши представляют собой особую промежуточную группу между Ясанскими Ногаями, Большого Ногая и Кубанскими Ногаями, Малого Ногая. Потомки тех и этих кочуя между Кубанью и Волгой еще половецкими маршрутами стали известны под именем Карараш-Ногай.
Живя на астраханской земле, никак не чуждые мужского исходно, они сохраняют память о своих предках, о нагайском князе Зигитисану, Ростулане, Зруд Кенбайлу, о нагайском миру Сани Тайве, Астраханскую юрту, Бири и Диге, основа деда Мангольского юрта, князе Амелии Золотой, Гербус Арвамед. Проживает на берегу Волги, рядом с селами Старый Тулган, Карагасских столпов, наземных нагайских Мурскенбаев, потом Верховного Бия, Большой Нагайской Орды. Исмаил. И это такой своего рода памятный зигзаг, воскрешающий древнюю память о великой степной державе Улай. Живя рядом с близкими, ставшими близкими народами, например, с киевским казахами, с которыми очень тесно имели отношения и взаимодействие, да, вот даже киевским ханским привилегированные состояниями, они сохраняют свою идентичность, свои особенности, и село Распополк таким образом становится центром, объединяющим Нагаев Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Екатеринским мостом. Вот. И на родной российской земле нагайцы могут и сохранить свой язык, культуру, идентичность. Спасибо большое. Спасибо, Роберт Валитович.